Я родился в 1994 году, 29 марта, в городе Атырау. Проживаю здесь с детства. Окончил я аграрно-технический колледж по профессии автомеханик. После окончания колледжа работал в сфере продаж. Узнал от родственников, что есть молодое предприятие, только-только открылось по выпуску вагонов. Но так как у меня бабушка работала на железной дороге, 40 лет она проработала в депо кассиром, я ей рассказал, что есть у нас такая организация, она была удивлена, что у нас в Атырау занимаются строительством вагонов. Она говорит, а почему бы нет? Типа, кто-то должен продолжить. Через 3-4 месяца после предложения сюда я все-таки решил попробовать. Это у нас заготовочный цех. Здесь у нас собираются хребтовые балки. Хребтовые балки – это основа вагона. Идут шкварневые балки, промежуточные, концевые балки. Здесь балка собирается на стендах, варится. Сначала прихват, потом уже переносится на этот стенд. Уже дальше делаются нижние обвязки. Я работаю распределителем работ. В мои обязанности входит это снабдить деталями, не хватающими для сборки вагонов, рабочих. Рабочий день начинается у нас с планерки. Наш шеф дает нам наставления и спрашивает, ведет отчет о предыдущих работах, которые были сделаны ранее. И на этих уже работах формируются новые сменосуточные задания для цеха. Мы его забираем, приносим сюда мастерам, ознакомливаем их с ними. Дальше они уже сменосуточные задания, получается, идут персонально. Вот эти втулки, они же на ось идут, чтобы трение было. Да, они как на горизонтальный рычаг идут. Только у вертикальных, по диаметр вот этот, по-моему, побольше. На горизонтальных там диаметр поменьше идет. Потом уже сами рабочие, они уже говорят мастеру, что им именно не хватает, какие комплектующие им нужны, какие детали им нужны. Мастер составляет заявку, отправляет нашему специалисту, и дальше мы созваниваемся с специалистом, он нам говорит, что нужно подойти на склад, либо здесь собрать детали, какие нужны, мы их собираем и отгружаем сюда, смотрим, контролируем весь процесс, наблюдаем за всем процессом. Дальше детали приходят сюда, мастер их принимает, что все, они все пришли, и рабочие дальше уже работают. Так как я распределитель работ, когда от мастера приходит заявка специалисту, мы, получается, уже непосредственно я иду на склад, мы со складом считаем, чтобы детали именно в том количестве, которое заказал мастер, чтобы они к нему пришли полностью согласно его списку. Сложностей никаких не было, не возникало. Наверное, у каждого человека в начале, когда ты приходишь на новое место работы, есть какая-то скованность, стеснительность, потому что ты не знаешь коллектив, ты потихонечку начинаешь к нему привыкать, и с каждым разом все легче и легче. И вот это тоже желательно сдать сегодня, да, чтобы оно было. Оно будет у вас и у нас тоже. В отметках как бы. Все, хорошо. И вот это тоже, да, надо. Но в данном месте, где я оказался, у меня знакомство и работа, оно как-то произошло, наверное, очень легко. Прям. Такое ощущение, как будто я здесь должен был работать всю жизнь.
Вертикальные, да, рычаги сегодня сверлить? Да, да. А еще что в плане сегодня? В плане, там у нас эти есть, как его, вот эти рычаги 005, которые сюда идут, на это. Ага, да. Закидки есть же, вот эти крючки. Да, закид кто делает? Привыкать несложно, если, ну, как бы мне сейчас 31 год, и возраст, наверное, такой, что плюс еще, наверное, семья у меня, наверное, большую роль играет, и, наверное, поэтому как-то это больше было не от того, что, типа, вот, надо попробовать, а от того, что нужно, это работа, надо работать, надо обеспечивать, кормить свою семью, вот, поэтому мне далось это легко. Супругу зовут Вера, уже 12 лет вместе. Ну, супруга, да, постоянно поддерживает изначально, вообще во всех начинаниях. И когда хорошо, и когда плохо. Вот. Ну, в последнее время у нас все только хорошо, да. Давай! Молодец! Раз, два, три. В первую очередь должны понимать друг друга, уступать друг другу, находить общие знаменательные. Слушать, прислушиваться друг к другу – это самое главное вообще вот это в семье. И если если вообще соблюдать все это, то тогда все будет хорошо. Все мои песни, они написаны моей любви к своей супруге, поэтому каждая строчка, она обдумывалась. Она мне снится ночами, ну почему ты сложных? Любовь из 90-х. Заниматься музыкой это тяжелый труд, честно. Вот, потому что это надо погрузиться в эту картину. Даже если ты пишешь какую-то выдуманную историю, тебе надо проживать эту историю так, чтобы человек, который будет ее слушать, чтобы он понял ее. Ей без меня не просто, она по мне скучает. Но в основном вообще все занятие музыкой, оно происходит дома. А на студии появляюсь редко, только когда надо что-то записать, уже вот финальный продукт, только тогда прихожу на студию, а так все пишу дома. Песни такие, как более коммерческие, которые прям уже можно вот сделать и выпустить, их около 24. А если за все время, сколько написано песен, наверное, больше на 250, да. Отдельно композиции писал больше 150, а текстов я не знаю, не сосчитать, наверное. Потому что я и текста писал, и стихи писал, да, и вот тоже в какой-то роли я еще поэт, да. Жене немалое количество стихов посвятил. Наверное, больше 500, наверное. Потому что постоянно пишу. Даже работаю, да, на заводе, все равно где-то в голове есть какой-то мотив. И там быстренько записал и уже дома там дописываю. Ну что, как вам? По сей день мечтаю стать великим музыкантом, вообще вырваться в плане музыки. Потому что наша команда, которая здесь вот, очень качественные продукты делает. Но если мы соберемся и это сделаем, я думаю, о нас услышат даже далеко за пределами Казахстана. Здравствуйте. Вот, смена суточная на сегодня. По вот этим этапам надо будет отработку сделать.
считаю, наверное, это за всю свою жизнь я, наверное, сделал правильное решение, что вообще пришел сюда. Это, наверное, одна из единственных таких работ, где мне прям действительно все понравилось, и по сей день нравится работать.